Трагическая дата, боль, которую пришлось пережить целому народу, навсегда останется в сердцах всех следующих поколений крымских татар. Ежегодно крымские татары Ахьяра организовывают памятные мероприятия. В предыдущие годы сюда, к памятнику жертвам депортации, съезжались сотни соотечественников из близлежащих сел. Несмотря на ограничительные меры, и в этом году здесь собрались жители города, чтобы почтить память тех, кто погиб в ссылке. Біздің халық, яғни халық бірінші жыл депортация жылы 49% халқымыз вефат oldu. Bu genosid sıra deseng olacak bu yapılgan iş. Bu vaqt keyince de halkımız da hepsi toplanıp vatanda o'zini haqlarini da qaytargani yo'q. Onun için biz bu kunni unutmasak, yoshlarga anlatsak, inşallah biz gelecek nesillerimiz de unutmazlar. Unutmasak demek inşallah bu bo'lemiz vaziyetler başka qaytarılmaz degan umidda duo etamiz. Не имея возможности поучаствовать в традиционном памятном мероприятии, на протяжении всего дня крымские татары несли цветы к памятнику на привокзальной площади Ахьяра, и каждый раз здесь звучала молитва. Мы каждый год сюда приходим, этот день и сегодня не исключение. Почему? Потому что в связи с карантином мы все равно хотим отдать должность памяти жертвам депортации. Наверное, каждую семью коснулось это. Крым татар халқы үшін бек бір зор күндір. Бұл хатірек күні Крым татар халқының епсіні сүргін япқан вақытында бір айле қамалғандар. Мен бөле бір хатырлаған едім, шу сүргінлік вақытта біздің айлемізден 12 жан сүргінлікке түшкен еді. Олардың ішінден тек екеуі Қырымға ветанына қайтып келділер. Үшіншісі, мен де Оралда doğғанмын. Мой прадед и вся его семья жили на улице Ленина. На улице Ленина, там, где находится Комсомольский сквер, находился довоенный дом. И здесь проживала семья. Прадедушка Сиджилил, бабушка Тевиде. Мама родилась в 1933 году в городе Севастополе. Каждый год приходим к этому камню, к этому знаку памятному, приводим своих детей. Мы думаем, что мы это мероприятие проведем. Это наш долг. Отец Зейдея Абдишевой родился в деревне Камышлы Балаклавского района. Участвовал в освобождении территорий Венгрии, Австрии и Чехии, а после окончания войны начал поиски своей семьи, которую депортировали в 1944 году. С первого дня войны ушел на фронт и до последнего дня защищал свою родину, не зная о том, что его семью, маму, маленьких братика и сестренка депортировали. Моя мама на момент депортации ей было 10 лет. Она потерялась и попала в другой вагон. И получилось, что ее маму с 2 маленькими сестренками отправляют на Урал, а она в другом вагоне уезжает в Среднюю Азию. Когда она это рассказывала, они уже все умерли давно, но когда она это все рассказывала, мы все плакали, и дети, и внуки. Как она молилась каждый день. Вот этот маленький ребенок, он молился как мог каждый день, чтобы она хоть увидела когда-то своих родителей. После снятия ограничительных мер местные активисты планируют провести ряд мероприятий, посвященных 76-й годовщине депортации крымских татар.